Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, хаумага достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня мы с вами поговорим об очень важном вопросе. Этот вопрос очень важен при создании независимого государства. Этот вопрос очень важен, когда нужно формировать сильное национальное самосознание в том или ином народе. Это языковой вопрос. Но прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал, поставить лайки, напишите в комментариях, что вы думаете об этой теме. Помогите с распространением данного видео. Также вы можете финансово помочь моему каналу. В описании вы найдете ссылки, как это можно сделать, куда перевести помощь. Также вы можете стать спонсором моего канала. Ну, а мы начинаем. Итак, в этом видео на примере трех языков – белорусского, казахского и украинского – мы с вами рассмотрим и сделаем вывод, как нам надо поступать с вопросом государственного языка в независимом Башкортостане и как ни в коем случае нельзя будет поступать. Начнем мы с белорусского языка. Мы не будем рассматривать положение белорусского языка в Российской империи, хотя по последней переписи Российской империи 1897 года было выявлено преобладание белорусского языка практически на всей территории современной Республики Беларусь, за исключением территории Брестского и Кобринских уездов. Там доминировал украинский язык. Но основной письменный язык, язык администрации, школы, государства, конечно же, был тогда русский язык. Но так как массового обязательного обучения населения в школах тогда не было, то белорусский язык оставался основным языком в быте, ну и вообще в пространстве. Рассмотрим советское время. Перед нами таблица трех языков, где мы можем рассмотреть, как менялось положение того или иного языка в советский период. В 1920-х годы в Белорусской Советской Социалистической Республике проводилась так называемая политика белорусизации или коренизации. Тогда она проводилась практически во всех национальных республиках. Зафиксируем, что первый учебный год 1920-21 показывает, что на белорусском языке в школах училось 14,3%, а на русском 75%. Отмечу также, что по переписи 1926 года в Белоруссии проживало 80,6% белорусов. Это можно сказать, что это моноэтническое белорусское государство было. В статье 22 Конституции БССР 1927 года белорусский язык был объявлен основным для государственных, профессиональных и общественных заведений и организаций. Начинается активная белорусизация всех сфер жизни. Развитие печати на белорусском языке, открытие школ, специальных и высших учебных заведений, перевод на белорусский язык государственных, партийных, профсоюзных и других общественных организаций. В середине 30-х годов, хоть и был временный откат от белорусизации в сторону русификации, но все же белорусский язык уверенно рос, как язык обучения в школах. И мы видим по таблице, что с 1925 по 1960 год сохранялся большой рост учащихся на белорусском языке. В 1958 году была проведена школьная реформа, согласно которой родители получили право выбора языка обучения и право определять, нужно ли их детям учить национальный язык или нет. В результате количество национальных школ и учеников в них резко сократилось. С тех пор началось неуклонное снижение обучения на белорусском языке и увеличение русского языка обучения. Вот как об этом еще в 1988 году высказался известный белорусский писатель профессор Нил Гилевич. Речь идет о судьбе целой нации, о спасении языка и культуры одного из больших славянских народов. Чтобы эти мои слова не показались кому-либо умышленной драматизацией реального положения, приведу хотя бы самые главные факты. Ни одно государственное учреждение в республике не работает на белорусском языке. Нигде, кроме как в Союзе писателей БССР, вы не получите справку или иной документ на этом языке. Ни в одном городе или городском поселке нет ни одной белорусской школы. Да и те сельские школы, которые называются белорусскими, далеко не все таковыми являются в действительности.
О высшей школе и говорить нечего. Там, за исключением филфаков, белорусского слова вообще не услышишь. Такие слова. В последнем советском 1990-91 учебном году численность обучения на белорусском языке спустилась до 19,7%, в то время как на русском языке обучалось 80,3% учеников. На волне демократических преобразований 26 января 1990 года был принят закон о языках в Белорусской ССР, придавший белорусскому языку статус единственного государственного языка. А русский язык квалифицировался в законе как язык межнационального общения народов Союза СССР. Началось второе возрождение белорусского языка. По таблице мы видим, что рост обучения на белорусском языке вновь начал расти. И на момент учебного 1994-95 года он достиг 40,6%. Русский язык обучения составлял 59,4%. Потом к власти, уже в независимой Беларуси, вполне честно, через выборы приходит Александр Лукашенко, который выносит на референдум вопрос о придании русскому языку равного статуса с белорусским. И здесь белорусы, на мой взгляд, совершили самоубийство. 83,3% проголосовавших высказались за придание русскому языку статуса государственного. И лишь 12,7% ответили тогда «нет». Я думаю, что это были одни белорусские националисты тогда, кто сказал «нет». С тех пор обучение на белорусском языке вновь начало неуклонно снижаться. И на момент 2025-26 учебного года он составил всего лишь 8% по всей стране, в то время как на русском языке обучалось 92% учащихся. То есть на белорусском языке к 2025 году осталось учиться меньше учеников, чем на момент начала обучения на белорусском языке в далеком 1920 году. Тогда их было, я напомню, 14,3%. Сегодня белорусскому языку в своей собственной стране, в независимом государстве по классификации ЮНЕСКО грозит исчезновение. Если по данным переписи 1999 года преимущественно белорусскоязычными все еще являлись Минская и Гродненские области, а преимущественно русскоязычными тогда уже был город Минск, Витебская, Могилевская, Гомелевская, Брестские области, то по данным переписи 2009 и 2019 годов преимущественно русскоязычными являлись уже все области Беларуси и ее столицы, конечно же. По мнению Рады Белорусской Народной Республики, это правительство в изгнании, сегодня русификаторская политика проводится режимом Лукашенко. Что они пишут? Способствуя московским стремлениям, лукашенковский режим уничтожает в Беларуси все белорусское. Государственное телевидение и радио переведены на русский язык. Ликвидируются белорусскоязычные издания. Национально ориентированные писатели лишены возможности печататься в государственных издательствах. Во многих населенных пунктах дети лишены возможности учиться по-белорусски, так как белорусскоязычные классы ликвидированы. Лично я в Литве очень часто встречаю белорусов, которые бежали от режима Лукашенко. Из всех белорусов, а это десятки и десятки людей, с кем я встречался, разговаривал, общался, я встретил всего лишь одного белоруса, который бы достаточно хорошо знал бы белорусский язык и мог на нем свободно разговаривать. Все остальные белорусы разговаривали исключительно на русском языке, между собой то же самое. Так что вот такая вот ситуация на сегодняшний момент в независимой Беларуси с белорусским языком. Перейдем к Казахстану и казахскому языку. Декретом ЦИК Киргизской АССР, тогда так назывался Казахстан, от 22 ноября 1923 года о введении делопроизводства на киргизском языке органам на местах предлагалось ввести с 1 января 1924 года казахский язык в делопроизводство учреждений, уездов и властей, населенных преимущественно казахами. В смешанных по национальному составу уездах и губерниях введение делопроизводства предусматривалось и на казахском, и на русском. С 1926 года различные должности в госаппарате начали замещаться работниками, владеющими казахским языком, что способствовало становлению национальных управляющих кадров. Языковая политика коренизации с 1920 по 1937 года характеризуется паритетом казахско-русского двуязычия. Этот паритет был зафиксирован и в Конституции Киргизской
Казахской автономной республики. Как мы видим по таблице, полных данных по изучению казахского языка в 1920-х годах у нас нет. Есть лишь данные за учебный 1938-39 год. В тот год на казахском языке обучалось 57,3%, а на русском 40,9%. То есть большая часть детей в Казахстане тогда обучалась на казахском языке. После германско-советской войны 1941-45 годов началось открытое наступление на казахский язык. Начали резко сокращаться школы с казахским языком обучения. Увеличивались количество яслей и детских садов с русским языком общения. В армии тогда тоже был единственный язык, конечно же, русский. 4 июня 1955 года вышло распоряжение Совмина Казахской ССР об освобождении от обязательного изучения казахского языка в русских школах за подписью председателя Совета министров Казахской ССР Динмухамеда Кунаева. Это окончательно закрепило доминирующее положение русского языка уже в среднем образовании. И уже по таблице мы видим, что в том же учебном 1955-56 году доля обучающихся на казахском языке сократилась до 34%, а доля обучающихся на русском языке выросла до 63%. В 1959 году в результате Голодомора, потом массового переселения на подъем целины русского населения в республику, депортации в Казахстан целых народов, казахи составляли на момент 1959 года около 30% от всего населения республики. К 1962 году удельный вес казахов упал до минимума 28,9%, в то время как славянские народы составляли 57%. Именно в это время политика ассимиляции населения страны достигала своего пика. В результате переселения славянских народов, в основном это были русские, вплоть до 1996 года казахи были в этническом меньшинстве в республике. Напомню, что Казахская ССР тогда была единственной союзной республикой в СССР, где титульная нация была в меньшинстве. По переписи 1989 года казахов в своей же собственной республике составляло всего лишь 39%, в то время как русскоязычного населения, русские, украинцы, белорусы, немцы, составляло тогда 51%. Это на момент уже развала СССР. До 1980 года в столице Казахской ССР, тогда это была Алма-Ата, была всего одна школа с обучением на казахском языке. Это 12-я школа. Минимальное значение учащихся на казахском языке пришлось на 1988-89 учебный год и составило тогда 30,2% учеников. Затем начался постепенный рост. В принятом 22 сентября 1989 года законе о языках в Казахской ССР было введено понятие государственного языка, и казахскому языку был придан статус государственного. Русский язык получил официальный статус языка межнационального общения. То есть в Казахстане не стали поступать, как в Беларуси, делая русский язык государственным. Это привело к тому, что казахский язык из года в год только укреплялся. Мы видим, что по таблице, начиная с 1980 года, шел неуклонный рост обучения на казахском языке. И к 2025-2026 учебному году доля обучающихся на казахском языке составила 66,6%, а на русском 30,8%. Теперь перейдем к Украине. Что касается Украины, то там мы видим, что доля обучения на украинском языке была всегда достаточно большой. Самый минимум обучения на украинском языке в том же 1988-89 учебном году достигал в целом по Украине, по всей Украине 47,8% против 51,8% на русском языке. В юго-восточной Украине на момент 1990-91 учебного года на украинском языке обучалось 21,8% учеников, а на русском 78% учащихся. 28 октября 1989 года Верховная Рада приняла закон о языках в Украинской ССР. С этого дня украинский язык получил государственный статус. Закон гарантировал гражданам Украины национально-культурные и языковые права. Также признавалась ценность всех национальных языков. Русский язык признавался языком межнационального общения народов СССР. Государственные акты должны были приниматься на украинском языке.
а обнародоваться еще и на русском. Официальные документы, в частности паспорт, выдавался на 2 языках. Закон регулировал сферы образования, науки, культуры, юриспруденции и тому подобное. Так обучение и воспитательная работа должны были вестись на украинском языке. Впрочем, изучение русского языка было обязательным. Сохранялся свободный выбор языка обучения. Ученые имели право оформлять свои работы на украинском и на русском языках, по желанию. В культуре господствующее положение сохраняли оба языка. Однако государство должно было обеспечить развитие украиноязычного кино и театрального искусства. И вот по этой же таблице мы видим, что уже в независимой Украине, хоть и доля обучения на русском языке падала, но все же в 2013-2014 учебном году, год, когда произошла аннексия Крыма, обучение на русском языке в целом по Украине составляло 17,2%, а в юго-восточной Украине он составлял 31,1%. То есть достаточно все равно большое количество людей обучалось на русском языке. Но все это толерантное отношение к русскому языку не помешало России напасть на Украину. И одним из поводов такого нападения был якобы ущемление русского языка. Сегодня мы видим по той же самой таблице, что в результате русской агрессии обучение на русском языке, что в Украине в целом, что в юго-восточной Украине, практически сошло на нет. Какой для себя вывод должны здесь делать башкиры из всего вышесказанного? Когда путинский режим рухнет, а Башкортостан получит независимость, это случится обязательно. У нас тоже станет остро вопрос языка, языковой вопрос. В своей книге «Путь к свободе» я описываю, как надо поступать, чтобы спасти башкирский язык. Есть огромное количество жителей республики, которые очень бы хотели оставить русский язык в качестве государственного языка. Хотят они только из одного, чтобы оставить свое доминирующее положение в республике. Исходя из опыта Беларуси, мы видим, что если оставить русский язык в качестве государственного вместе с башкирским, то башкирский язык так никто и не будет изучать. Люди будут исходить из рациональных соображений. Мол, зачем изучать и переходить на башкирский язык, если в республике Башкортостан русский язык имеет точно такой же статус государственного языка. И все сферы жизнедеятельности в республике уже функционируют на русском языке. И если какой-либо человек потребует обслужить его на башкирском языке, ему могут отказать и обслужить его на русском языке. Формально закон не будет нарушен, потому что и башкирский язык, и русский язык являются государственными языками в республике и, соответственно, имеют равноправные права. Поэтому, обслуживая человека или отвечая человеку на русском языке, закон не будет нарушен. Учитывая, что уже сегодня ничто в республике не функционирует на башкирском языке, то он так и останется таким же забитым языком бытового общения, как это сейчас происходит с белорусским языком в своем собственном независимом государстве Беларуси. Украина же, хоть сейчас и проходит через войну и тяжелейшие испытания, смогла укрепиться, усилить свою нацию и усилить свой украинский язык. В Украине сформировалась украинская нация, а украинский язык стал доминирующим во всех сферах. В Казахстане, который ближе всех нам подходит по всем параметрам, происходит плавная, но неуклонная трансформация, когда русский язык постепенно и без потрясений из года в год теряет свои позиции. А казахский язык, наоборот, укрепляется. Статус русского языка на государственном уровне тоже постепенно снижается. Если раньше в Конституции Казахстана о роли русского языка было написано «наравне с казахским», то сейчас заменено на формулировку «наряду с казахским». Я глубоко убежден, что если мы хотим не просто сохранить башкирский язык, а развить его во всех отношениях, мы обязаны оставить башкирский язык как единственный государственный язык в независимом Башкортостане. Татарский язык может получить статус официального, потому что он очень схож с башкирским на 98%. И башкиры с татарами могут общаться между собой без переводчика и свободно друг друга понимать. Русский язык же должен получить, на мой взгляд, статус официального языка межнационального общения на 30 лет. Примерно, плюс-минус. Чтобы мы в Башкортостане, почему на 30 лет, объясняю, чтобы мы в Башкортостане смогли постепенно, без создания коллапса, перевести все сферы жизнедеятельности нашего государства на башкирский язык.
чтобы мы могли вырастить несколько поколений учеников и студентов, которые бы получили образование и профессии на башкирском языке. И тем самым, чтобы в Башкортостане появились свои башкироязычные врачи, экономисты, инженеры, юристы, айтишники, получившие образование на башкирском языке, и которые бы впоследствии этот башкирский язык внедряли бы во все сферы жизни нашего башкирского государства. Понимаю, что если все эти преобразования делать в демократическом обществе, где будет полная свобода слова, плюрализм мнений, свобода создания любых политических партий, а значит и прорусских партий, то мы натолкнемся на сильнейшее сопротивление со стороны русского населения республики, которые, как я уже сказал, не захотят терять свое доминирующее положение. В итоге будут, которые просто не захотят даже просто из-за своей лени учить башкирский язык. В итоге будут созданы в республике прорусские политические партии, будет сильнейшее лобби со стороны Москвы, будет финансирование этих партий на подрыв государственности независимого Башкортостана. Будет продвижение во власть прорусских чиновников, которые будут выступать против государственности, против независимости государства Башкортостана, против усиления башкирского языка. Поэтому, по моему глубокому убеждению, чтобы сохранить независимый Башкортостан, сохранить и развить во всех отношениях башкирский язык, в первые 10 лет в республике должен быть установлен переходной период, а к власти должно прийти башкирское национальное правительство, которое бы, действуя авторитарными возможными методами, смогло бы провести необходимые законы на укрепление башкирской государственности, провести иллюстрацию, укрепить экономику, вернуть в государство, обратно в республику, все незаконно уведенные наши предприятия, заключить экономические и оборонные союзы, создать сильную башкирскую армию, укрепить башкирский язык и вырастить, как я уже сказал, несколько поколений башкирских специалистов. Все это потребует силы воли, упорства, целеустремленности и, как я уже сказал, некоторого авторитарного стиля управления. После переходного периода постепенно нужно будет переходить к демократии. Вот так я вижу спасение нашего народа, нашего языка и нашего Башкортостана. Спасибо за внимание. Если вы со мной согласны, пишите в комментариях. Если со мной не согласны, пишите в комментариях. Обсудим.